Добрый вечер, дорогие зрители. В эфире программа «Дата». Гость студии Назгуль Джалдошева. Добро пожаловать. Здравствуйте. Вы являетесь директором Фонда поддержки демократии. Мы говорим сегодня о роли молодежного парламента и в целом развитии демократии в нашей стране. Первый вопрос. Вы являетесь одним из инициаторов и создателей проекта «Молодежный парламент». Скажите, пожалуйста, как зародилась идея создания проекта «Молодежный парламент»? Как все знаете, молодежный парламент уже существует почти 7 лет, даже больше 7 лет. Данный проект реализовывается с 2011 года. В 2010 году у меня была отличная возможность попасть на международную конференцию, где непосредственно обсуждались различные идеи по реализации молодежных проектов. И мы решили создать такой же молодежный парламент и в Кыргызстане. То есть у каждых стран по государственной системе, то есть по общественным требованиям у них свои молодежные парламенты. А мы решили в тот момент у нас очень сильно развивался и до сих пор развивается парламентаризм, мы решили создать молодежный парламент и в Кыргызстане. Вот, и в 2010 году мы начали разрабатывать проект и помогли в данной реализации этого проекта очень многие депутаты парламента, донорские организации. И благодаря тоже активной части молодежи данный проект начал работать с 2011 года. Следующий вопрос. Что значит быть участником проекта? Отмечали ли участники, молодежь для себя какие-то определенные моменты, которые вас удивили или наоборот давали почву для новых проектов? Ну, конечно, однозначно, потому что молодежный парламент это не только площадка, где молодежь собирается и обсуждает вопросы, но и помимо этого некий мост между лицами, принимающими решения, и молодежью, где молодежь может говорить и делиться своими проблемами, также предложениями, то есть вместе взаимодействовать. Вот. И, конечно, если молодежный парламент существует в стране более 7 лет, это значит, что мы устойчиво работаем в реализации этого проекта. Почему? Потому что участники сами помогают в реализации проекта. С 2016 года молодежный парламент является устойчивым проектом, так как его не финансируют ни доноры, ни другие организации. Он существует еще благодаря выпускникам молодежного парламента, которые закончили уже в 2011 году, 2013 и другие года. Помимо этого нас поддерживают наши партнерские организации, то же самое парламент, депутаты и другие организации, которые помогают кто-то помогает информационную часть, кто-то делает тренинги для молодежного парламента и так далее. Конечно, если бы не был бы настолько молодежный парламент важным и что-то не внес вклад для участников молодежного парламента, участники же сами же, члены молодежного парламента, наверное, не вкладывали свои средства, силы, усилия для устойчивой работы самого проекта. Вот. Мы на сегодняшний день видим очень многие журналисты, эксперты, бизнесмены, они работают в различных госслужбах, в различных сферах. Вот. И мы гордимся нашими выпускниками. Какие итоги вы бы для себя отметили молодежного парламента и чего достигли ваши участники? Итоги молодежного парламента, как мы знаем, это проект, сама вообще система, процесс, он требует определенного времени. Его невозможно сразу увидеть, так как необходимо время и определенный рост наших членов молодежного парламента. И сегодня мы, как я ранее сказала, у нас очень много видных ребят, которые сегодня участвуют и в политике, и в экономике, вообще в развитии нашей страны. Вот. И активное их участие помогает именно вклад именно в развитие молодежной политики в стране, и где создает определенный прецедент для того, чтобы молодежь участвовала не только в таких проектах, а именно участвовала именно же в парламентских выборах, то есть на различных этапах
становления парламентаризма они могли бы участвовать как уже лидеры. Вот. Как мы знаем, среди участников проекта есть уже действующие депутаты местных кеңешей, другие активисты, которые стали активно продвигать свои взгляды в политических партиях. Мы сегодня, у нас очень много выпускников, почти во всех регионах. Есть у нас представители районных кеңешей, городских кеңешей, у нас еще вице-мэр города Джалалабад. Вот, помимо этого у нас и в регионах у нас активно работает молодежь, и вот у нас сейчас уже на уровне местных, то есть парламентов, то есть уже у нас представители уже на местах работают. Мы планируем, что в 2020 году, наверное, уже будут наши участники молодежного парламента, уже будут в самом парламенте заседать как депутаты Кыргызской республики. И как вы считаете, какая роль политических партий и гражданского общества в проекте молодежного парламента? Это очень важная роль, то есть гражданское общество очень делает большой вклад именно для развития молодежного парламента. Не только потому, что их экспертное мнение, помимо, вот мы с 2013 года проводим исследования в сфере образования, в сфере качества образования, вот, и вносим различные рекомендации, либо проводим исследования в регионах. Мы провели в 2017 году, благодаря нашим донорским организациям, провели большой социологический опрос, где мы проводили опрос среди школьников, администрации и родителей. Данные были получены рекомендации, мы направили комитет по образованию и дальше, то есть министерство. Конечно, молодежь, как я ранее сообщила, что и благодаря, помимо проводим до сих пор исследования в сфере образования, конечно, помогает нам представители гражданского общества своими знаниями, экспертным мнением, так и тренинги проводят для членов молодежного парламента. В основном это проводят очень много организаций, которые безвозмездно именно делают вклад в развитие молодежи в Кыргызстане. То есть мы очень им благодарны, нашим партнерским организациям, которые уже на протяжении 4 лет уже помогают в становлении молодежного парламента. Какова роль поддержки именно Чугур Кенеша в качестве парламента, законодательного органа, либо органов правительства? Я хочу выразить, во-первых, благодарность парламенту, потому что 7 лет неустанно, то есть поддерживает, помогает инфраструктурой, дают нам залы. Помимо этого, депутаты, которые приходят, участвуют в обсуждениях, слушают, то есть, мнения, рекомендации молодежи. То есть мы все 7 лет мы очень активно взаимодействуем, и мы уверены, что мы дальше продолжим данное сотрудничество уже в рамках нового молодежного парламента. Чувствуете ли вы вот поддержку и со стороны депутатов действующих? Они берут на заметки предложения, идеи, какие-нибудь резолюции именно участников проекта молодежного парламента? Да, мы можем уверенно сказать, что депутаты активно поддерживают именно молодежь, именно не только молодежный парламент. Я вижу участие именно во всех мероприятиях, которые приглашают. Не только, то есть они активно взаимодействуют и вообще с другой частью молодежи. Все рекомендации, которые направляются, они слушают, по крайней мере, активно участвуют. Вот. С некоторыми, да, как я ранее сказала, мы с комитетом, например, по образованию, на данный момент мы думаем, что будут новые, то есть где мы можем, молодежный парламент может активно участвовать именно в разработке каких-нибудь законопроектов. И это все поддерживается депутатами парламента. Вот. В становлении молодежного парламента они большую роль сыграли, конечно, депутаты, лидеры фракции, вот, спикер парламента. Вот. Мы за всю деятельность молодежного парламента не было такого, чтобы у нас были какие-то моменты недопонимания с представителями, то есть парламента. Скажите подробнее, пожалуйста, о фонде поддержки демократии, на каких принципах ваша деятельность ведется, какая организация является вашими партнерами,
Именно вот эта структура, насколько влияет на сам проект «Молодежный парламент»? Мы стараемся со всеми организациями работать, не только организации, которые работают с молодежью, но и организации, которые непосредственно связаны, то есть непосредственно работают тесно с парламентаризмом, доступ к правосудию, права человека, то есть различными организациями мы сотрудничаем. С периода с 2011 года мы очень многими организациями работали. Вот, их фонд поддержки демократии был создан в 2010 году. Вот, позже мы в рамках этого проекта, то есть основной идеей была именно поддержка парламентаризма. И данный проект был то есть, реализован в рамках организации. Вот. Наши партнеры, у нас их очень много. В прошлом году, когда мы мы работали в 2011, у нас поддерживал USAID, посольство США и OTI. В 2013 году наши партнеры были от IRI через USAID. Вот. И уже, как мы сказали, с 2016 года молодежный парламент работает уже устойчиво, без каких-либо донорской поддержки. Так как мы считаем, что любой проект должен быть устойчив. И эта устойчивость нужна, то есть, для того, чтобы он сам мог самостоятельно развиваться. Это было основным нашим стратегическим планом в реализации молодежного парламента. Мы думаем, что мы его достигли. Вот. С 2016 года мы работаем активно в Cactus Media, то есть определенной организации. Вот. Мы работаем в Экополис, которые участники молодежного парламента, тоже основали эту инициативу. Вот. Коалиция за демократию. Такими еще много, то есть и другими, то есть тоже организациями. Вот. И ЦПЖ работаем, Центр помощи женщинам. Вот. И мы сейчас, то есть я как сказала, что мы не только работаем теми, которые работают в сфере парламентаризма, то есть мы еще работаем в права человека, как я сказала, медиа. Мы стараемся, то есть, охватить различные, то есть, бизнес-проекты, потому что молодежный парламент не только делает лидеров, а молодежный парламент еще готовит инициативных, активных, прогрессивную часть. Будущих предпринимателей, возможно. Да, активную часть, прогрессивную часть общества. Вот. Так, и мы пытаемся, то есть во всех сферах пытаемся работать. Отметите ли вы, что денонсация договора США о сотрудничестве каким-то образом повлияла негативно? Либо это не коснулось проекта? Нет, не коснулось, так как с период этого проекта, то есть, как я сказала, с 2016 года мы уже, даже с 2015 года мы уже работаем самостоятельно. Как страновой проект? Как страновой проект на республиканском уровне. На нас как-то он не отразился. Вот. А в чем уникальность проекта, особенность, отличие от других? Видите ли вы другие проекты некими конкурентами? Нет, мы никого не видим конкурентами, так как этот проект, наши все другие партнерские организации, у всех своя ниша, каждый занимается своей деятельностью, вот, каждый друг друга поддерживает как может. Вот. А мы, уникальность этого проекта, потому что мы активно пытаемся выстроить мост между лицами, принимающими решения, и молодежью. То есть мы пытаемся создать некое взаимодействие, чтобы видели, то есть понимали проблемы молодежи, которые существуют, и что беспокоит, волнует молодежь, и через данную платформу могли бы конструктивно строить диалог. То есть мы призываем к тому, чтобы молодежь училась, тому, чтобы был какой-то некий мост, где могли бы просто обмениваться идеями, вот, и возможными новыми какими-то прогрессивными новыми проектами, которые могут зародиться в рамках молодежного парламента. Молодежный парламент — это просто некий трамплин, который, может быть, помогает молодежи дальше реализовать свои планы, идеи и свой потенциал. Участники молодежного парламента какие наиболее острые вопросы поднимали? Что их беспокоило? Сейчас все, то есть одними из проблемами, как мы изначально говорили, это образование.
вот по вопросам книги, инфраструктуры в школах. Вот опять же, этот вопрос и на данный момент поднимается. Вот, книги, вопросы аренды книг, то есть вот. Помимо этого, молодежный парламент участвует во всех вопросах, которые стоят на повестке дня страны, начиная от референдума, различные конституции, вот, по различным вопросам, то есть проблемам, которые обсуждает парламент, параллельно обсуждает молодежный парламент. По ним они дают свои рекомендации, свои видения, вот. И так, то есть мы параллельно стараемся в двух направлениях работать. То есть это образование, помимо этого то, что стоит на повестке дня, и третье, мы пытаемся через различные тренинги, через различные программы повышать их потенциал. А не было ли какого-либо давления вот со стороны государственных органов? Нет. Проекта? 2011 года я могу уверенностью сказать, что не было такого, чтобы определенное давление было оказано в реализации проекта, потому что мы ведем конструктивную работу, и все то есть в рамках закона, и не было такого, чтобы какие-то со стороны государства какие-то определенные давления либо влияния на реализацию проекта молодежного парламента. Перечислите, какие итоги, результаты деятельности, может быть, инициативные группы, совместные предприятия, возможно, может, гражданские инициативы. Что создали, скажем, участники по завершению проекта, да, выпускники? Выпускники по завершению проекта, например, не ходя далеко, мы можем сказать, что это участниками была создана Экополис, организация, инициатива, которая занимается именно продвижением именно вопросом экологии. Помимо этого, киберспорт недавно, то есть наш участник молодежного парламента Баяман, который то есть продвигает именно киберспорт на международный уровень. Вот недавно мы обсуждали, и, наверное, скоро уже он войдет в реестр страны, то есть и уже киберспорт будет признаваться официально признан спортом в Кыргызстане. Вот это очень большое достижение, считаю, для молодежного парламента и вообще для самого Баямана, потому что это очень отличная инициатива, потому что раньше наши участники играли за других стран, а сейчас они могут уже от имени Кыргызстана представлять на турнирах киберспорт, к примеру. Помимо этого, очень много у нас бизнесменов, которые делают то есть от малого до большого, то есть направление бизнеса. Вот. Журналисты, различные деятели, эксперты, госслужащие, вот, они определенно в сфере, то есть делают свою работу, и каким-то образом он, наверное, для всех какой-то дал позитивную, то есть позитивный настрой для молодежи. Наверняка вы получали вот отзывы, что вы для себя отмечали, и другие ваши коллеги, вот, команда фонда. Я могу сказать, что мы не всегда получаем позитивные отзывы, у нас тоже бывают критики, замечания, это тоже хорошо, потому что, значит, без критики и без замечаний, может быть, человек, то есть, должен развиваться. Вот, бывает определенная критика в сторону проекта. Мы пытаемся это все моменты учесть, и мы работаем над улучшением некоторых моментов, где мы, может, пропускаем, потому что это очень большой проект. Участники почти 40-45 человек, и они представители разных, то есть регионов. Помимо этого, у них очень разные возрастные, то есть возраст разный. И очень, наверное, нелегко работать с разными. То есть мы не только молодежь работаем, мы параллельно работаем и с парламентом, и бизнесом, и гражданскими секторами. То есть пытаемся различные секторы объединить в рамках этого проекта. И бывает иногда недопонимание, иногда бывает то, что мы да, мы и позитивные слышим. Вот, я очень радуюсь, когда мне участники сами звонят, пишут, рассказывают о своих успехах, конечно. И для них это очень сыграло большую роль, для некоторых участников молодежного парламента. И я очень рада, я горжусь ими. Вот. Общее количество участников проекта за историю?
Общее перечислите? количество, мы где-то посчитали 250 уже человек, помимо, потому что здесь были еще, которые уходили, приходили. Изначально у нас мы набрали 58 человек, потом мы сократили это число до 45. И иногда сейчас цифра варьируется от 40 до 45. Иногда бывает 43, 45. Вот, мы планируем, что данной цифрой, то есть работать легче. Вот. И сейчас мы будем думать над новым составом молодежного парламента. И как это уже будет дальше, мы уже обсуждаем с нашей командой. Ведет ли молодежный парламент сотрудничество с парламентами других государств, стран на международной арене? Да, мы ведем различные, то есть, обсуждения по реализации молодежного парламента. В 2017 году я была в Москве, куда пригласили как один из представителей, то есть не представителей, а как координаторов молодежного парламента. Вот, мы ведем различными странами, не только Россия, но и Казахстан, но и другие ближние наши соседи. Вот, и мы еще в этом году еще планируем, что мы уже выйдем на другой уровень. Обсуждаем, какие могут быть взаимодействия в рамках молодежного парламента, какие мы возможности можем создать через данную платформу. Это не только чтобы молодежь обсуждали, то есть участвовали, помимо этого какой-то международный опыт, обмен, то есть интеграционные процессы, то есть мы учитываем. Вот, и мы планируем, что мы уже 2019 года будем вплотную работать в данном направлении. Как проходит отбор участников и объективность самого отбора? Отбор, как по традиции, это мы заполняем, участники заполняют анкету, после этого у нас интервью, проводим интервью, и на интервью мы уже определяем финалистов, которые будут уже дальше участвовать в молодежном парламенте. Вот. И как мы проводим интервью? Интервью мы стараемся пригласить и Совет правления молодежного парламента, это уже бывшие участники молодежного парламента, которые на данный момент участвуют как правление молодежного парламента, это наши коллеги, уже бывшие участники, те, которые делают вклад именно в молодежный парламент. Помимо этого мы приглашаем партнерских организаций, которые помогают именно провести интервью. И мы пытаемся, то есть, провести честный отбор, то есть молодежного парламента. Как вы думаете, общественная значимость проекта для страны? Мы считаем, что этот проект он нужен и важен для страны, потому что это не только проект, который работает благодаря донорским либо организациям, либо при определенной финансовой поддержке. Мы работаем самостоятельно, устойчиво, уже объединяя как некую сеть наших выпускников проекта. Вот. Значимость этого проекта, и я ранее сказала, еще раз повторюсь, что если бы он не был настолько важным и значимым для вообще общества, мне кажется, наши бы члены правления, члены, те, которые нас поддерживают финансово, участники, наши бизнесмены, наши различные эксперты, которые делают вклад в развитие молодежного парламента, наверное, не помогали бы, если бы не видели бы значимость этого проекта. Потому что они тоже хотят после себя оставить что-то для нового поколения. И мы ценим их каждый вклад, который делает. Помимо этого, что поддерживается много лет уже очень многими тоже организациями, и мы считаем, что он имеет роль и место в данном обществе. Ваше мнение, вот молодежный парламент по демократическим процессам развивает институт парламентаризма? Какие он гражданские основные понятия дает для участников? Права, может быть, как гражданственность развивает? Во-первых, когда мы отбираем молодежный парламент, мы смотрим в анкетах именно какое именно место в этом обществе, то есть ответственны ли они граждане, хотят ли они что-то делать для этой страны. Это одно из важных критериев, где он есть у нас, когда мы отбираем. Есть ли идея этого человека, что он будет делать в рамках проекта. То есть, и это очень важно, потому что потом они будут работать в комитетах, в различных проектах дополнительных, которые у нас
есть, чтобы они знали, куда направляют свои, например, знания, то есть то, что они нарабатывают. Вот. Помимо этого, то есть вообще молодежь сам по себе, и мы видим, что данный, например, инициативу, которую мы поднимаем в рамках молодежного парламента, молодежь просто участвует через различные идеи, вот, в каких-то, не только в проектах, которые связаны с молодежью, но и в целом общественно-политической, общественно-гражданской, да? Конечно, да. В целом для страны. Какое будущее вы видите проекта? Во-первых, это часто задаваемый вопрос. Мы видим, во-первых, его независимым от власти, от определенных сил. Мы стараемся все эти годы держать данный проект более независимым и сильным институтом. В наших планах это из молодежного парламента институционализировать его как институт молодежного парламента. Вот. Конечно, это очень сложно сохранять некий баланс между различными силами, между различными организациями, между определенными группами людей, но молодежный парламент должен оставаться независимым и иметь свое место в определенных, например, сферах, именно по продвижению и улучшению молодежной политики в стране. Ваши дальнейшие цели, планы на Новый год, возможно, ближайшая перспектива? Мы планируем запустить молодежный парламент 2019 года. Уже молодежь раздалась, потому что мы с 2017 года уже приостановили проект, потому что мы посчитали необходимость его доработки проекта, потому что 4 созыва мы сделали парламент по одной структуре, то есть это были фракции, помимо были комитеты, то есть мы создаем дублируем деятельность самого парламента, также существует регламент, разделяется на фракции. Модель парламента. Да, мы используем модель парламента, да. И то есть это мы 4 года над этим работали. Сейчас мы считаем, что необходимо его улучшить. И сейчас в 2019 году мы планируем запустить молодежный парламент 19 уже с элементами другими, то есть включить также институт правительства, укрепить более комитеты молодежного парламента. Молодежный парламент это не просто же, где ребята собираются, обсуждают. Мы через эти роли, через эти деятельности мы показываем, как важен именно парламентаризм, где плюрализм мнения, где очень развит, мы можем развивать именно, где различные идеи, платформа, где могут конкуренцию, диалог. Вот, где мы могут, то есть это все в реальном режиме посмотреть, то есть быть участником этого проекта, этой системы. Помимо мы разрабатываем, то есть у нас есть свой регламент внутренний, мы его берем за основу регламент Кеңеша. Сейчас мы в 2019 году очень долго разрабатывали, до сих пор дорабатываем именно включить правительство в рамках молодежного парламента. Это очень сложный механизм, потому что его соединить и учесть все моменты, которые могут возникнуть. Сейчас наша команда разрабатывает с моими коллегами, с Артуром, другими коллегами. Мы сейчас сидим и встречаемся с экспертами, обсуждаем, и мы пытаемся доработать новый парламент, молодежный парламент. Вот. И он начнется уже буквально скоро. Мы запустим уже рекламу. И в 2019 году, в начале года мы планируем, что начнется молодежный парламент 2019 года. Это уже будет 5-й созыв. Завершающий вопрос. Ваши рекомендации, советы для всех желающих, которые мечтают попасть в парламент, видят себя будущими гражданскими лидерами, политиками? Вот. Мы желающих попасть в молодежный парламент очень много.
Мы вообще думали его не делать, но так как спрос на этот проект есть, мы хотим его дальше развивать и реализовывать. Первая моя рекомендация: в этом году мы изменили даже вопросы, которые мы раньше использовали в наших анкетах. Изменили возрастной ценз для участия в молодежном парламенте, потому что мы все эти годы работали с молодежью от 18 до 28. Мы сейчас чуть-чуть увеличили возрастной ценз, так как мы видим, что могут участвовать активную ту часть, которая именно уже непосредственно работает в различных сферах, и мы хотим, чтобы все могли принять участие. Во-вторых, моя рекомендация именно по некоторым пунктам вопроса, это очень важно, потому что мы будем на это очень делать акцент, какие идеи они могут предложить в рамках молодежного парламента. Может быть, раньше было то, что мы видели какую-то активность в социальной жизни страны. Сейчас мы хотим есть определенные идеи, над которым работать, то есть над какой конкретной идеей работает данный участник. Помимо этого мы сократили количество участников. То есть если раньше мы делали 40-45, в этом году мы планируем, что мы его сократим, эту цифру. Вот. И я хотела бы пожелать мои рекомендации участникам, вообще будущим членам молодежного парламента, активно участвовать, помимо этого быть ответственными гражданами для нашей страны, потому что это очень важно. И мы хотим, чтобы в этой стране были активная, прогрессивная часть общества. Спасибо большое вам за то, что уделили время, замечательное интервью. Я желаю вам успехов, дальнейших, новых высот. Я думаю, этот проект будет устойчивым и приносить пользу для развития демократического государства и для активной, развитой, прогрессивной молодежи. Спасибо большое. Спасибо вам. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал в Фейсбуке, смотрите этот выпуск на нашем канале в YouTube. До свидания, до новых встреч.